Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии, в студии Лесу Хабалова, и коротко о главном к этому часу. Нафадалтайн бажади, вжак, ирон вжак, кажнага вжак. В преддверии праздника глава республики Сергей Миняйло возложил цветы к памятнику Косты Ахитагурова и поздравил педагогов с наступающим днем осетинского языка и литературы. Мы уже поезжаем сюда, как к родным, к тем детишкам, которые были нами прооперированы. Слава богу, произошло без каких-то происшествий. На базе детской республиканской клинической больницы бесплатный прием ведут специалисты центра имени Бакулева. Как проходят консультации, расскажем в выпуске. Основная задача – это, конечно, спасение людей, кто оказался в зоне поражения. 87 человек личного состава и 23 единицы техники. Сотрудники МЧС провели учения на одном из заводов Владикавказа. Удалось ли огнеборцам справиться с поставленной задачей? Во Владикавказе начнется строительство спортивно-оздоровительного центра площадью 6 тысяч квадратных метров. Об этом стало известно на межрегиональном совещании «Государственно-частное партнерство в спорте. Новые условия для развития малых и средних предприятий в социальной сфере». В конференции участвовал глава республики Сергей Миняйло, вице-президент общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Артем Артемьев, министр экономического развития Заур Кучиев, министр спорта Сослан Кочиев, представители бизнеса республики. Сергей Миняйло поддержал федеральный проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» Минспорта России как эффективный инструмент, предоставляющий новые меры поддержки создания объектов массового спорта с применением государственно-частного партнерства и привлечением бизнеса. Проект призван создать общедоступную инфраструктуру для массового спорта в шаговой доступности. Ожидается, что к 2030 году благодаря проекту систематически заниматься спортом будет 73% трудоспособного населения. Радует то, что вот такое приоритетное направление, да, как физкультура и спорт, развивается с точки зрения или с позиции государственно-частного партнерства. Я считаю, что нам со своей стороны, это органам власти, тоже надо посмотреть, как совместно это делать. Потому что для того, чтобы инвестор вкладывал деньги в развитие этого направления, да, для него должны быть созданы определенные условия. В рамках реализации 224 закона о государственно-частном партнерстве мы выстроили отношения с потенциальным инвестором. В данном случае речь идет о ООО «Интурист», которые включились в эту программу, и на сегодняшний день мы прорабатываем механизм совместного реализации этого проекта. В преддверии Дня осетинского языка и литературы в пантеоне Осетинской церкви традиционно возложили цветы к памятнику Косты Ахитагурова. В мероприятии приняли участие глава региона Сергей Миняйло, правительство республики, школьники, студенты и учителя. Дети прочитали стихотворения классиков. Сергей Миняйло обратился к участникам мероприятия на родном языке. Ирон литература, ирон вжак, коштай, хашканы коштай фазошта. Мабон мах коштаен, моя фадл ирон вжак, хаждачи котта, удонан бужных зура. На фадалтайн бажади, вжак, ирон вжак, кажнага вжак, рашурда вжак, рашурдагдау, рашурд литература, моя хуамах на каштатам хатсаканам. Уябон на маханнах так, на фадалтрейк той махтрейк вам автошканам. Сегодня же Сергей Миняйло наградил лучших учителей осетинского языка и литературы. Почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в сохранение и развитие родного языка получили 13 человек из разных районов республики. Глава поблагодарил учителей за работу и отметил, насколько важен их труд.
Каждый человек, наверное, выбирает свою профессию, задумываясь о том, а что же меня ждет в будущем. А в будущем меня ждет все-таки, наверное, любовь детей. Я всегда им говорю, вы можете забыть какие-то грамматические основы, что-то с литературой, что-то связанное. Но то, что я всегда говорю своим детям об Осетии, о культуре Осетии, о традициях Осетии, конечно, это дети не забывают. На заседании правительства обсудили исполнение республиканского бюджета за прошлый год. По словам министра финансов Олега Исакова, доходы исполнили в объеме, превышающем 45 миллиардов рублей. Расходы составили больше 44 миллиардов рублей. Также говорили о кадровых изменениях. Заместителем министра по национальной политике и внешним связям назначен Олег Кумалагов. Асланбек Бекоев переназначен на должность заместителя председателя комитета по делам молодежи. А Игоря Дзампаева утвердили заместителем председателя комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре. Утвердили и обновленный состав Республиканской комиссии по контролю и надзору за потребительским рынком. В ее функции входит мониторинг цен, применение мер госрегулирования, участие в развитии розничной торговли и конкуренции. А еще Кабмин предложил расширить перечень категорий детей, освобождаемых от оплаты за воспитание в детских садах. В этот перечень попадут дети военнослужащих, погибших при выполнении спецзадач и боевых действий. В частности, в Сирии, специальной военной операции на территориях Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, в перечень попали дети родителей или законных представителей, которых признали вынужденными переселенцами или которым предоставили временное убежище на территории страны либо статус беженца. Также обсудили поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Хорошая мера поддержки наших фермеров. Создаются личные подсобные хозяйства. И здесь гранты, здесь различная помощь. Максимально нужно освещать эти все меры поддержки для того, чтобы жители нашей республики могли ими пользоваться. Борис Жанаев обратил особое внимание на темы, о которых говорил глава Сергей Минейло на вчерашней пресс-конференции с представителями региональных и федеральных СМИ. Как вы слышали, руководитель республики обозначил приоритетные направления развития, подчеркнул ключевые вопросы, которые необходимо решать правительству нашей республики. Наша задача доводить все начатые проекты до логического завершения. На федеральном уровне много договоренностей. Наша самая главная задача – оперативно решать все те вопросы и поставленные задачи, которые стоят перед правительством республики. Осетия «Любовь моя» во Владикавказе наградили лауреатов ежегодной республиканской премии за лучшую журналистскую работу на осетинском языке. Грамоты и денежные призы победителям вручил председатель правительства Борис Жанаев. Конкурс проходил в нескольких номинациях – телевизионная, печатная, радиоматериалы и работа в интернете. Среди победителей и наша коллега – специальный корреспондент национальной телекомпании «Осетия Рыштон» Инна Макиева. Премию ежегодно проводит комитет по делам печати и массовых коммуникаций республики. Сегодня в нашей республике создаются все условия для развития осетинской журналистики. Мы видим материалы на родном языке в средствах массовой информации, смотрим программы на телеканалах республики. Отличной базой станет и студия кинохроники. Вы знаете, что принято решение о ее возврате в собственность республики. Безусловно, нужно наращивать меры по стимулированию работников отрасли и по возвращению молодых журналистов. Успехов вам и всего самого доброго. Мне очень приятно получить эту премию, потому что это моя, можно сказать, такая самая первая работа на осетинском языке, такая большая, масштабная. Фильм получился, на мой взгляд, таким очень масштабным, опять-таки. И во многом это заслуга той творческой группы, с которой я работала. Для меня важно было показать не просто, что где-то живут осетины, и они говорят на осетинском языке так же, как и мы с вами в нашей республике, но и то, что они сохранили свои традиции, культуру и смогли передать это на многие поколения вперед. Минздрав республики и Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева будут тесно сотрудничать. Московские врачи с 2018 года проводят выездные консультации. 3 дня в детской республиканской клинической больнице команда из 6 докторов будет осматривать маленьких пациентов. Зара Соколоева продолжит тему.
После обследования и ультрадиагностики сердца мама Акима Сафонова Наталья внимательно слушает рекомендации профессора. Попасть к нему на прием она хотела давно. Двустворчатый артериальный клапан у ее сына обнаружили в 5 лет. Доктор объясняет и успокаивает. Патологию выявляют очень часто. Многих она не беспокоит и до старости. Важно ежегодно проходить плановое обследование. Большая практика, я видела очень много врачей, видела очень много центров на очень высоком уровне. Это просто профессионал, потому что мне есть чем сравнить. И человек очень грамотный, очень открытый, очень доброжелательный и, видимо, серьезный профессионал. Нам понравилось, потому что он прямо вот так зорким взглядом увидел, оценил и возраст, и особенности моего ребенка, и ободрил. У него такая жизненная позиция очень положительная, и он очень проницательный человек. То есть я считаю, что его уровень высочайший. В очереди за квалифицированной помощью десятки людей. О том, что бакулевские специалисты будут проводить прием, жители заранее оповестили участковые врачи. За пару часов обследовали больше 30 детишек. Педиатр нас известил о том, что сегодня будет здесь консультация, и поэтому мы приехали на обследование очередное. А так у нас ребенок прооперирован, очень хорошие врачи, все внимательные специалисты, грамотные. Спасибо им за их профессионализм. Выездная группа приехала в республику в 4-й раз. В нее входят руководители клинических отделений центра, доктора медицинских наук и специалисты высочайшего класса. По их словам, главная задача – подтвердить либо исключить диагноз. Всем, кому требуется хирургическое вмешательство на сердце или сосудах, приглашают в Бакулевский центр в Москву. Республику мы знаем, соответственно, у нас за эти 4 выезда накопилось не менее 80 больных, которые были прооперированы в нашем институте. Поэтому мы уже поезжаем сюда как к родным, к тем детишкам, которые были нами прооперированы. Слава богу, произошло без каких-то происшествий, либо каких-то тяжелых осложнений. Поэтому мы едем уже как к своим и принимают нас здесь как свои. В среднем ежегодно обследуют около 200 больных. Прием на базе детской республиканской клинической больницы будет проходить 3 дня. Дзира Соколоева, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Студенты СОГМА встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. В республиканской клинической больнице будущие медики из первых уст услышали фронтовые истории и исполнили песни военных лет. Медакадемия уже 10 лет проводит такие мероприятия. С самого маленького поколения и до взрослого человека каждый должен помнить этот подвиг наших дедов. Мы не должны забывать о том, какой действительно великий это праздник и сколько жизни было положено на то, чтобы мы сейчас просто стояли с вами здесь и разговаривали. Студенты, они не только активно участвуют, они с большим желанием. Мне кажется, что они вырастают и становятся еще и чище и больше любят Родину после наших передач. Сотрудники МЧС продолжают оттачивать навыки. В этот раз пожарно-тактические расчеты провели учения на «Победите». По легенде, там произошла утечка аммиака. Такие практические тренировки важны не только для личного состава службы, но и для персонала завода. Справились ли огнеборцы с задачей, расскажет Лидия Цахилова. Перед началом построения в личном составе дежурного караула пожарной части города. Огнеборцы внимательно слушают задачи, которые предстоит выполнить. В этот раз учения проходят на территории завода «Победит» химически опасного объекта. По легенде, произошла авария – утечка аммиака, цистерны с вредоносным веществом на 3 боевых участках. Это участок номер 3. В результате гидроудара произошла разгерметизация фильтрационных колонн. Задействовали 3 звена ГДЗС. 2 звена перекрывали доступ аммиака в фильтры. 3 звено предотвращало распространение паров опасного химиката. На 1 и 2 участках цистерны с аммиаком условно разгерметизированы из-за гидроудара. Огнеборцы осаждают пары аммиака и охлаждают резервуары. Были привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по рангу пожара номер 3. Соответственно, прибыло 87 человек, 22 единицы техники. Было создано 3 боевых участка, работало 8 звеньев ГЗДС, было подано 8 стволов на орошение аммиака. Основная задача – это, конечно, спасение людей, кто оказался в зоне поражения. И следующая задача – это осаждение паров аммиака. И 3-я задача, соответственно, ликвидация самой аварии. За происходящим наблюдали и сотрудники завода «Победит». Отмечают, такие совместные учения повышают безопасность в случае реальной угрозы.
У нас своя добровольная пожарная охрана, значит, круглосуточное дежурство. У нас 2 пожарные машины. Значит, и вот неоднократные эти учения, то, что у нас здесь на заводе проводят, во-первых, это полезно и для пожарных нашего района. Они знают, откуда брать воду, где находятся наши гидранты пожарные. И, во-вторых, обучаем мы своих же пожарников, как правильно вести работу при пожарах, при ЧС. Пожарные расчеты с поставленными задачами справились за 1 час. По легенде, выброс химиката оказался не очень серьезным. По словам специалистов, пожарно-тактические учения прошли хорошо. Лидия Цахилова, Игорь Войцеховский, Мария Котаева. Новости Осетии. Вы смотрели новости Осетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.